Добрый вечер. У нас сегодня в гостях Айгуль Нурматова, проректор экономического университета, да, КО? Кыргызского Вот, экономического и университета. лидер инициативы образования без табака. Все верно. Когда эта инициатива возникла, чем занимается, куда стремится и как распространяется? В 2019 году, это еще до пандемии, наш университет, Кыргызский экономический университет имени Мусыры Скулбекова, который уже является научным исследовательским университетом, объявил первым в Кыргызстане свою зону без табачного дыма. И с 2019 года мы в качестве эстафеты данную идею, данную инициативу передаем и другим вузам. Но в любом случае именно КЭУ стал лидером этого направления, и я как сотрудник этого университета на данный момент являюсь лидером данной инициативной группы. На данный момент, вот к 2023 году, данную инициативу поддержало уже 28 университетов. И буквально недавно, вот когда прошел Всемирный день против табака 31 мая, также такие университеты крупные, как Ошский технологический университет, они и Баткенский государственный университет поддержали данную инициативу. И то есть на данный момент это направление охватывает не только бишкекские университеты, но и южные университеты, то есть южного региона. То есть, по сути, данное направление является уже общереспубликанским. В эти 28 вузов, какие вузы, если так можно посчитать, то это одни из самых крупных университетов. Это Бишкекский государственный университет, Кыргызский национальный университет, Кыргызский государственный технический университет имени Исхака Разакова, также КГУСТА, который на данный момент является частью данного университета, Ошский государственный университет. И по сути, эти все вузы объявили свои зоны без табачного дыма. И по даже их положению, именно по правилам поведения внутри университета, у них в положении прописано то, что на территории вуза ни студенты, ни сотрудники, ни ППС, профессорско-преподавательский состав, не имеют права, получается, употреблять различные табачные изделия. И вы, наверное, знаете, то, что в 2021 году, 15 сентября, президентом был подписан указ о том, что вот об общественных местах нельзя употреблять табачные изделия. Да? Пусть это сигареты, пусть это будут электронные сигареты и так далее. Да? Но и вот как раз-таки вот этот закон нам дал определенные такие возможности проводить очень много антитабачных мероприятий совместно, не только КЭО сам по себе, но и совместно, получается, с другими вузами. И сейчас у нас традиционными стали проводить мероприятия, такие как фестивали здоровья вот, между вузами. И вот как раз-таки на этих фестивалях мы в качестве эстафеты передаем проведение фестиваля уже другому вузу. Например, последний фестиваль у нас прошел в Международном университете Кыргызской Республики, МУККР. Да? И тогда как раз-таки эстафету взяли Ошский государственный университет. И вот на базе Ошского государственного университета мы в 2022 году в ноябре провели уже даже второй женский форум молодежи. Женский форум молодежи и женщин. Молодежи и женщины против табака. Вот на их базе как раз-таки. И вот этот форум, он, как и фестиваль здоровья, о котором я уже говорила, он стал уже традиционным. Он уже стал традиционным. И вот этот же форум, который мы до этого в Ошгу провели, мы провели и в Ошском технологическом университете совместно с студентами, с профессурой. И вот 13 сентября в этом году хотим провести такой же форум и в Баткенском государственном университете. Вот 31 мая, как я уже говорила, у нас состоялась встреча с ректоратом, с ректором Баткенского государственного университета. И вот тогда мы
как бы сказать, решили, что будем организовывать различные мероприятия в их филиалах. А филиалов у них вот как раз-таки находятся во всех практически районах Баткенской области. И вот почему именно я такой акцент делаю на Баткен, потому что, как вы знаете, в Баткене выращивается насвай, да, и в этом году у нас такой... Черный табак, из которого насвай делают. Да. Он тоже очень популярен, по сути. Хоть многие и не признают то, что они употребляют насвай, на самом деле это тоже считается такой, знаете, одним из самых популярных изделий, которые вот как табак употребляется. И вот в этом году мы эти мероприятия проводили под лозунгом «Выращивай продовольствие, а не насвай». И вот как раз-таки в том мероприятии, которое мы провели на базе Баткенской администрации, мы собрали более 100 женщин, которые как раз-таки изъявили свою позицию о том, что действительно насвай и вот эти электронные сигареты – это угроза, большая угроза нашему генофонду. Ну, как вот в Баткене, там должны были после принятия законов через 2 или 3 года заменить вот этот черный табак. Вместо него что-то другое. Это делается сейчас? Ну, по сути... Найти работу людям, чтобы они не потеряли работу. Ну, по сути, такого закона же нету именно по запрету выращивания... Нет, там есть в этом законе, вот который в 2021 году приняли, что насвай запретить, но отсрочка дается на 3 года, по-моему, согласно закону. Потому что люди работают, выращивают этот черный табак. Вместо этого черного табака им должны предоставить за эти 3 года найти новую работу, чтобы они доходы какие-то имели, другие. Но это пока, наверное, не делается. Пока да. Наверное, не делается. Ну, получается очень хорошо, что молодежь и женщины, они постепенно отказываются от табака. Но новое нашествие, электронные сигареты, как у вас, электронные тоже запрещаются на территории МУКа? КЭО. Да, и на территории МУКа, и на территории КЭО запрещены абсолютно все никотиносодержащие препараты, а электронные сигареты как раз-таки к таковым тоже относятся. Да. И вы действительно очень хорошо заметили то, что сейчас это нашествие, это эпидемия, по сути, среди молодежи. А так как мы работаем непосредственно со студенческой молодежью, мы каждый день с этим сталкиваемся. Электронные сигареты, они сейчас абсолютно везде. Практически каждый второй молодой человек уже пробовал в своей жизни электронные сигареты. Но мы сейчас говорим, знаете, когда мы говорим об эпидемии, мы можем говорить час о молодежи и так далее, но в том-то и дело, что электронные сигареты сейчас уже используют даже дети, которые обучаются в младших классах. То есть это мы говорим даже о не среднем звене, а еще начальной школе, да, начальных классах. То есть электронные сигареты, они чем привлекают наших детей, нашу молодежь и так далее? Тем, что табачные компании, табачная индустрия их обманывает различными маркетинговыми такими способами, то, что электронные сигареты абсолютно безвредный аналог обычным сигаретам. То есть это абсолютно безвредно. И почему их начинают курить? Некоторые начинают их курить, да, даже не курить, там используется другой термин, как парить. Вот, их начинают курить для того, чтобы избавиться от табачной зависимости. Да, вот, опять же, якобы. Якобы, да. Некоторые начинают это делать для того, чтобы вот, казаться модными. Да. Есть же определенная тенденция среди своего окружения, то, что если ты вот так вот куришь электронные сигареты, ты в теме, то ты обязательно считаешься таким крутым, молодым и так далее. Но это воздействие. Да. И вот вы элементарно посмотрите, вот у нас есть определенный
район в городе Бишкек, это вот район Чуй-Исанова и так далее. Обратите внимание, там очень много различных вот этих магазинов, бутиков, как их еще называют, где продают именно вот эти электронные сигареты, да, одноразовые, многоразовые и так далее. Они какие? Они отличаются от обычных сигарет своей яркостью, своей такой, знаете, креативом, они очень украшены модно. И действительно, там, когда, например, обычный даже ребенок школьный заходит, там нету ограничений, все могут зайти туда и попробовать первую электронную сигарету абсолютно бесплатно. То же самое получается, как вот на наркотики, да, вот вначале дают бесплатно, ты попробуешь, тебе понравится, и ты идешь обратно же покупаешь. И вот эти же вот в открытую никем не запрещают, получается, вот хоть есть, имеется закон, но тем не менее эти магазины, вот они как грибы после дождя, они вот как раз таки их количество умножается, и мы вот такую вот эпидемию сейчас видим. Если вот элементарно курильщик знает, да, вот в день сколько пачек он сможет выкурить, то именно вот вред электронных сигарет в том, что человек, который их употребляет, он не контролирует себя, он может в любом месте и электронные сигареты употребить, и все, понимаете? А вред от них такой же. Это приводит к раку, это приводит, получается, и к различным заболеваниям дыхательных путей, как бронхиальная астма и так далее. Вот даже если в сигарет, мы когда говорим о сигаретах, мы в первую очередь говорим о никотине, да, то в составе электронных сигарет очень много различных ядовитых веществ. Тот же самый диацетил. Диацетил, он присутствует в составе абсолютно всех электронных сигарет. Что это такое? Это такое вещество, которое дает аромат. А ароматов у электронных сигарет это вот один из маркетинговых ходов, да, то есть различные ароматы кола, ароматы всех фруктов экзотических. И вот люди даже вот посмотрят, получается, именно из-за того, что там нету запах табака, а присутствует приятный аромат, они как раз-таки и подсаживаются на эти электронные сигареты, которые, а диацетил, там в составе есть 75 ядовитых веществ. И это уже доказан, научно доказанный факт. И вот это мы как раз-таки вот, видим каждый день, как наши дети, молодежь употребляют это, не зная. И многие из них действительно думают, да, то, что на самом деле они не вредят своему здоровью. А это всего лишь убеждение со стороны вот этих табачных компаний, то, что это не вредно, это аналог обычным сигаретам. Вот если хочешь бросить, пожалуйста, можешь начинать. И вот мы с вами еще определенный момент обсудили, то, что ежегодно табачные компании теряют миллионы своих потребителей, да? То люди есть, бросают да, курить. люди бросают курить, люди умирают. И вот смотрите, табак приводит к чему? Это не только рак, правильно? Это различные сердечно-сосудистые заболевания. У нас даже вот есть статистика Всемирной организации здравоохранения, то, что у нас вот курильщики, да, в основном мужчины, да, мы привыкли, они очень редко доживают до 70 лет. Вот это уже получается, кто активно курит, да? Кто активно курит, да. И вот как раз таки вот вот эти электронные сигареты, они как раз-таки тоже добавляют свой, вот, знаете, определенный вклад в эту тенденцию. И табачная индустрия, табачные, получается, компании, они теряют своих покупателей, пользователей, потребителей, и они хотят омолодить своих покупателей, восполнить вот эти утраты. И они не дремлют, в отличие от нас, которые вот борются маленькими шажками. В их арсенале это самые такие, знаете, большие телекомпании, социальные сети, блогеры с помощью миллионники, да, блогеры-миллионники, с помощью которых они воздействуют на мышление молодежи. То, что электронные сигареты, вейпинг, это очень круто, это модно, это тенденция,
цивилизации, нашего современного мира. И с помощью этого они восполняют своих потребителей. А мы этого совершенно на данный момент не можем с этим бороться так активно, как они. Потому что это миллиарды, миллионы долларов. Но, тем не менее, наша инициативная группа, мы как раз-таки с помощью того, как вот университеты объявляют себя зонами без табачного дыма, а это уже воздействует на многих студентов, то есть студент не может даже элементарно, не то что сигарету, он уже на территории вуза запрещено использовать электронные сигареты, ему приходится, получается, искать другое место, а иногда у студентов элементарно этого времени нет. И это, если я не могу сказать, да, то, что это действительно он после этого отказывается, хотя бы сокращается, знаете, употребление этих сигарет. Какие-то препятствия. Да, какие-то препятствия. Это, как бы сказать, у него появляется. Ну, кроме этого, также вот мы можем сказать о том, что мы стали инициаторами проведения форума СНГ и ЕС молодежи. Да? Вот буквально недавно, 5 июня, мы провели, и там у нас как раз-таки приняли участие и молодежь со стороны Армении, со стороны Российской Федерации, со стороны Казахстана, Узбекистана. И вот как раз-таки присутствовали депутаты Джогорки Кенеша, например, депутат Джогорки Кенеша Ирулан Кокулов, он сейчас один из таких активистов этого направления, можно так сказать. Да. Он против электронных сигарет. Вы, наверное, тоже видели, как он недавно буквально свою позицию активно заявил, да, то, что вот давайте полностью запретим продажу этих гаджетов, да, можно так и сказать, этих гаджетов на территории Кыргызстана, потому что действительно эти гаджеты, электронные сигареты, они по сути убивают наше будущее, наши Ударим детей. по табачным компаниям, Ударим по табачным компаниям, да. Но есть и другие, получается, парламентарии, которые, наоборот, за то, чтобы снизить акцизы на эти... Уже, по-моему, снизили, нет? Когда вот в марте обсуждали налоговый кодекс. Да, да. Это уже вот победа табачных компаний, получается. Это победа табачных компаний. И когда вот как раз-таки вот этот момент обсуждался, различные молодежные инициативы, да, которые против этого были, они устраивали различные марши и так далее, но на тот момент голос молодежи никто не услышал. И это как раз-таки очень прискорбно. По сути, сколько молодежи сейчас вот употребляет, есть очень много ребят, очень много среди молодежи, и среди, получается, там, среди академической среды людей, которые с этим активно борются и объявляют здесь свои ведомства, свои организации зонами без табака и так далее. Но бороться против табачных компаний очень сложно, честно, очень сложно. Да. Огромные миллионные бюджеты, они нанимают там очень известных людей, да, даже, да, которые курят. И было бы хорошо, если бы вот врачи не курили бы. А некоторые врачи курят, и это открыто показывают, и получается, ну раз врач курит, а почему бы, значит, это не очень вредно, так многие считают. И электронные сигареты тоже. А вот вы сказали, если человек курит, там он как-то себя ограничивает, там, ну, по старым методам, там, пачка в день, там, допустим, да, грубо говоря. А эти электронные сигареты трудно контролировать. Почему? Вот этот картридж, который заправляет, он насколько его хватает? Ну, смотрите, во-первых, вы, если вот просто для интереса зайдете в эти магазины, где их продают, вы увидите то, что там ассортимент абсолютно огромный. Там есть, например, одноразовые электронные сигареты, там от 300 затяжек, до 1000 затяжек, до 5000 затяжек. А есть многоразовые, где продаются отдельно жидкость для них, ты заправляешь самостоятельно, и там в каждом вот этом устройстве, гаджете
присутствует аккумулятор. И вот эти многие пользователи, они не знают, когда аккумулятор, он нагревается, вот эта ядовитость вот этой жидкости, он увеличивается. Он увеличивает, получается, он когда нагревается, он увеличивает вот этот запах, аромат. Многим нравится то, что вот аромат, да, а на самом деле он просто нагревает вот этот, получается, жидкость, и все то, что там находится, и глицерин, и вот этот остальные, вот, получается, все вредные вещества, они становятся ядовитыми. Они становятся ядовитыми не только для человека, который употребляет, парит, да, как мы говорим, но и для окружающих людей. Вот в качестве аэрозоля он попадает, получается, в легкие человека, который, да, рядом сидит. На самом деле там абсолютно разные дозировки есть, и есть такие ребята, вот, например, я работаю каждый день со студентами, которые говорят то, что электронная сигарета, она вот, например, в 5000 доз, да, 5000 затяжек, как говорят, она им хватает абсолютно буквально на неделю, может быть, там на 3 дня и так далее. Если, например, заядлый курильщик выкуривает, там, например, в день пачку, то там он не знает, сколько он выкурил. Трудно. Да, он не знает, он не может контролировать. И здесь привычка, да, появляется намного быстрее, привыкание появляется намного быстрее, чем у человека или у ребенка или у подростка, который только-только начал курить с обычных сигарет. А здесь у нас, видите, вот такая вот опасность тоже присутствует, то что и привыкание, и невозможно контролировать это все. Например, человека, если там поймал за руки то, что там пахнет табаком, а здесь ты его не поймаешь и не докажешь, и это вседозволенность, понимаете, это приводит к этому. Вот, а есть некоторые, вот, например, как раз-таки блогеры, которые и говорят, вот, если ты не хочешь, чтобы тебя родители поймали за руки и там, не знаю, что-то, пожалуйста, выбирай вместо обычных сигарет электронные сигареты. Вот такая реклама тоже идет. И она действительно действует, очень даже, знаете, хорошо действует. Вот вы сказали про родителей, да? Депутаты, которые выступают за вот это, сейчас новая, да, инициатива, что там разрешить открывать вот эти места для курения, якобы, что это права курильщиков и так далее. Эти родители имеют детей, сами курят. Но если ребенок, их сын там, дочка, закурили, они их ругают, да, вот вы говорите, поймали за руку и так далее. Получается лицемерие. Он сам курит, но в то же время он подсознательно или сознательно понимает, что это плохо, и не дает курить своему ребенку. И в то же время выступают в пользу табачных компаний, да, чтобы открывали вот эти места для курения и так далее, которые сейчас запрещены законом, да, и новую инициативу. Получается вот такая нехорошее лицемерие. Он не хочет, чтобы его ребенок курил, потому что это вредно, а сам курит и еще и хочет, чтобы другие тоже курили. Да. Очень нехорошее такое явление. Я с вами полностью согласна в этом плане. Да. И потом то, что вот, как гаджет, да, это круто, это как табачные компании таким образом зарабатывают и так далее. Что надо делать, вот как это все, инициатива какая-то, вот ваша инициатива, другие, кроме образования, в других организациях там есть такое, компании какие-то, что вот мы свободны от табака? Да, именно подобная инициатива есть и, например, на уровне государственных ведомств. Например, сейчас мы активно работаем с Министерством культуры. Чтобы они тоже объявили.
Или они уже объявили? Они себя объявили. Уже? Да, Ага, они хорошо. себя объявили. И вот как раз-таки мы совместно на данный момент проводим различные мероприятия, акции, вот, где активно участвует молодежь. Мы приглашаем блогеров, мы приглашаем спортсменов, которые могут стать как раз-таки вот символом здорового образа жизни, да, для молодежи. Также, вот, например, знаете, вот когда был закон принят, когда он был в силе, сейчас у нас как бы он ослаб, правильно? Мы видим... Но он еще в силе, но вот как-то внимание немного снизилось. Вот, снизилось. например, вот, когда закон только был принят, во всех вот заведениях, когда мы заходили, мы вот это воочию видели, то, что действительно закон работает. Запрещали курить и употреблять кальян. Но на данный момент мы обратно же видим ту картину старую. То есть во всех вот этих заведениях, барах, клубах, ресторанах и так далее можно курить. Если даже не в общем зале, есть определенные курительные комнаты. Это запрещено же? Да, это запрещено, но во всех, да? во всех, получается, ресторанах, заведениях это присутствует. Также, например, есть где вот эти клубы и так далее, где ты можешь заказать, если кальян заказал, а второй кальян можно в подарок. Вот даже такие акции существуют. А на тот момент, когда закон был только принят, действительно, многие заведения отказались от, получается, продажи вот, всех табачных изделий, в том числе и кальяна. И вот как раз-таки тогда мы очень хорошо работали с ГУВД города Бишкек. Наши волонтеры, они в рамках инициативы «Найди здоровое кафе» вместе с ними ходили на рейды, вместе с сотрудниками ГУВД. И вот как раз-таки они, находя вот такое заведение, где еще не запрещено, получается, употреблять табачные изделия, они информировали их, то, что надо переходить уже на здоровую зону, объявлять свою среду здоровой от табачного дыма. Но со стороны, конечно же, рестораторов было очень много критики, много, получается, противодействия, да, то, что это тоже часть их бизнеса. Но на самом деле есть очень много людей и семейных людей, которые вот приходят в заведение и, не спрося их разрешения, да, они за или против, они начинают, вот, например, другие посетители начинают употреблять табак. При этом все вот окружающие, в том числе и дети, они становятся пассивными курильщиками. И вот как раз-таки наша инициативная группа «Найди здоровое кафе» совместно с ГУВД активно работали. И буквально за месяц они обошли более 70 различных заведений. И даже многие заведения объявили себя тоже здоровой зоной, свободной зоной от табачного дыма. Очень много было таких тоже заведений. А сейчас как-то все это и обратно медленно... этот спад. Обратно пошел спад, но тем не менее мы создали определенный сайт, где выкладываем полностью вот эти заведения, работу с ГУВД и так далее. Спасибо большое вообще всем вот этим государственным органам, которые активно с нами сейчас сотрудничают. И, конечно же, вузам, потому что вузы в любом случае это огромная сила, которая может на своем уровне воздействовать на умы молодежи. Вот каждый из нас, вот люди, которые работают с молодежью, мы даже иногда больше уделяем времени чужим детям, да, нежели чем своим. Вот как раз-таки с помощью вот этих различных мероприятий, не просто, знаете, как раньше, шаблонные круглые столы, собрали ребят, пригласили врача, он рассказал им, там лекцию провел и так далее. Нет, на данный момент наш метод в чем отличается? Мы с помощью самих же ребят как раз-таки доносим эту информацию другим ребятам. Сами же студенты являются волонтерами этого движения. И на данный момент у нас очень много, более 100 волонтеров, которые активно на данный момент борются и продвигают антитабачную политику среди вузов Кыргызстана. И в этом плане Кыргызский экономический университет можно, по сути, назвать как раз-таки лидером этого направления. Какие-нибудь другие вот министерства, сказали, культуры объявили себя зоной свободной от табачного дыма? Еще какие?
Ну, естественно, Учреждения. естественно, это Министерство здравоохранения. Они тоже, да? Да, я насчет этого не могу так утверждать, какие ведомства объявили себя зоной без табачного дыма. Многие, в принципе, сейчас государственные органы, государственные ведомства, они запрещают на территории министерств, на территории организаций употреблять табачный дым. Возможно, именно из-за этого как раз-таки наши парламентарии поднимают вопрос о создании курительных кабинетов, да, на самом деле. Неудобства почувствовали, да? Да, неудобства какие-то. Они же и сами некоторые курят. Конечно, конечно. Да. Но у нас и время подходит к концу. Самое главное то, что и табак, обычные сигареты, и электронные сигареты делают человека зависимым от никотина. Да. А в электронных сигаретах это можно еще более изощренно добавить какие-то вещества, чтобы зависимость наступала быстрее. И получается, за счет нашего здоровья табачные компании зарабатывают миллионы, огромные миллионы, и расширяются. А мы им, некоторые наши депутаты и некоторые другие люди способствуют этому. Да. Ну, И вот в конце такая... просто, знаете, могу сказать одно, то что, уважаемые молодые люди, уважаемые родители, если вы увидите данное интервью, действительно, не надо верить рекламе, не надо верить определенным маркетинговым ходам, то что электронные сигареты – это безопасная замена обычным сигаретам. На самом деле это средство более ядовитое, чем обычный табак. Поэтому берегите свое здоровье, берегите здоровье своих детей и близких. Вот такой у меня посыл. Спасибо большое. У нас в гостях была Айгуль Нурматова, проректор Кыргызского экономического университета и инициатор, лидер инициативы «Образование без табака». Спасибо большое. Вам спасибо большое за приглашение. До свидания.